Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Новый год к нам мчится на всех парах. До него, можно сказать, рукой подать. Уже накрыты праздничные столы, наряжена елка. По телевизору идут концерты эстрадных звезд. Вот и мы в нашей программе предлагаем вам погрузиться, как это было у нашего незабвенного киноклассика Эльдара Рязанова, в сладостный, волшебный, поэтический мир сводок, цифр, отчетов, планов и экономических исследований. Шучу, конечно, но полностью обойтись без цифр и экономических терминов нам тоже не удастся. Как-никак программа называется «Реальная экономика». И хотим мы того или нет, без напряженного ударного труда наших промышленников, нефтехимиков, энергетиков не будет ни праздничного стола, ни тепла, ни уюта. Поэтому нам очень приятно, что этот 2018 год мы провожаем сегодня вместе с Нижнекамскнефтехимом. Компанией, которой есть чем гордиться, есть чем поделиться с нашими телезрителями. И все эти вести будут только позитивные, приятные, как новогодние подарки. Итак, мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Год свершений. Каким запомнится нефтехимикам уходящий 2018. С какими производственными успехами можно поздравить компанию. Операция, реконструкция и модернизация. Какие объекты были открыты на Нижнекамскнефтехиме в уходящем 2018 году? Что впереди? Это очень нужная вещь, которая эффективно скажется на очистке сточных вод. Экологические проекты нижнекамских нефтехимиков. Не в ущерб природе. Какие современные технологии используют в Нижнекамске? Узнаем у специалистов. Мы уже в 5-й раз, юбилейный раз открываем елочную площадь. Новогодние подарки, настроение и ледовое шоу. Что подготовили нефтехимики для всех нижнекамцев в новом году? Начнем мы эту программу с традиционного обзора. Перед Новым годом принято подводить итоги и строить планы на будущее. А будущее Нижнекамска во многом зависит от стабильной работы его промышленного комплекса. Точкой роста экономики республики и города по праву считается ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящая в группу компаний «Таиф». Каким выдался уходящий 2018 год для этого градообразующего предприятия и какую роль он сыграл в жизнедеятельности Нижнекамска? В нашем обзоре. Новый 2019 год коллектив Нижнекамскнефтехима встречает с хорошими результатами. Нефтехимики выполнили производственные планы, инвестиционные проекты, успешно трудились над повышением объемов производства и улучшением качества продукции. В 2018 году компания запустила новое производство изобутилена и завершила реконструкцию производства изопрена. На предприятии возвели установку экстракции бензола и построили новые печи пиролиза. На финишной прямой главный экологический проект. Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений. Нижнекамскнефтехим не останавливается в своем развитии. Крупнейший инвестпроект строительства нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год придаст новый импульс развитию не только предприятия, города, но и всей промышленности Республики Татарстан. В 2017 году на Петербургском экономическом форуме был подписан контракт о его строительстве с немецкой компанией «Линде». Через год на этом же форуме решился и вопрос финансирования. Было подписано кредитное соглашение на 807 миллионов евро с консорциумом немецких банков во главе с Deutsche Bank под страховое покрытие Ойлер Гермес. Кроме того, в октябре этого года на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве Нижнекамскнефтехим заключил кредитное соглашение до 2033 года на 240 миллионов евро. Эти деньги пойдут на финансирование строительства электростанции мощностью 495 мегаватт. Она должна обеспечить энергией действующую производственную площадку и новый этиленовый комплекс. Первый этиленовый комплекс Нижнекамскнефтехим планируется возвести в 2022 году. На базе Нижнекамскнефтехима будет построена новая энергетическая установка, которая
В том числе в виде топлива будут использовать те отходы нефтехимических производств, которые вполне, значит, дадут еще более конкурентоспособность нашим производствам. В перспективе предприятие будет ежегодно выпускать около 900 тысяч тонн синтетических каучуков и 1,3 миллиона тонн пластиков. В результате полной реализации проекта появятся новые современные рабочие места, а также увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Что касается текущих планов, уже утвержден план производства на 2019 год. Согласован и график дежурств и работы в праздничные дни, поскольку у Нижнекамск-Нефтехима непрерывная технология производства. На заключительном в этом году совещании директорского корпуса были обсуждены вопросы по работе и в новогодние каникулы. Генеральный директор Азат Бекмурзин поблагодарил всех за плодотворную работу и поздравил всех с наступающим Новым годом. Работа в этом году была сложная всего коллектива, но слаженная, и результаты говорят сами за себя. Поблагодарить всех, довести до каждого и пожелать всем в следующем году новых успехов и, самое главное, здоровья и поменьше, скажем так, негативных моментов в нашей жизни. Еще раз всех с наступающим. Итак, год уходящий стал для нефтехимиков Татарстана определенно годом свершений и закрепления позиций на рынке. Год 2018 был годом удачным, успешным, позитивным. Но это был также и год напряженной и часто сложной работы. А иначе и быть не может в ближайшие несколько лет совершенно точно. Нижнекамск-Нефтехим сегодня строит свою деятельность с дальним прицелом. Впрочем, можно сказать, что строительство нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год не такая и дальняя перспектива. Предприятие планирует реализовать проект в следующие 3 года. И это будет совершенно новая реальность и для Нижнекамска, и для всей экономики Татарстана. При этом параллельно реализуются и другие проекты. Как идет модернизация производств на Нижнекамск-Нефтехиме, что сделано, а что будет реализовано в ближайшем будущем, давайте перенесемся от наших праздничных столов на производственные площадки в Нижнекамске. Им не страшны ни вьюга, ни метели, а уж снегопад и холода нижнекамские нефтехимики и вовсе не замечают. Когда есть любимая работа, поставлены четкие цели, задачи решаются эффективно и в срок. В рамках программы стратегического развития успешно осуществлены в компании 3 инвестпроекта. В сентябре 2017 года Нижнекамск-Нефтехим запустил производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тысяч тонн в год. В июне 2018 года была введена в эксплуатацию установка по производству изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. И на стадии пуска 3-й инвестпроект на заводе изопрена «Мономера». Модернизация производства изопрена по наращиванию его мощности до 333 тысяч тонн в год. Работниками завода была проведена огромная работа по сопровождению монтажных работ, пусконаладочных работ. В данный момент проводятся пусковые операции с откладкой технологического режима и с выходом на проектные нагрузки. И как это принято на Нижнекамск-Нефтехимии, модернизация коснулась не только производственных процессов. В экологическом аспекте, в плане безопасности также масштабные изменения в лучшую сторону. Для поддержания экологической обстановки в норме смонтирован узел переработки водной фракции, состоящий из 2 колонн. Позволяет справиться с переработкой водных слоев, которые возросли с учетом наращения. Значит, узел успешно опробован, то есть нарушений по экологии не будет у нас. В операторной цеха сегодня тишина. Сотрудники и подразделения сосредоточены на пусковых работах. На мониторах компьютеров отображаются мнемосхемы. Модернизации коснулась и соседние цеха. Заменили старое оборудование изношенное, добавили колонну 2090 для очистки изопрена. На соседних узлах была построена новая печка, добавлены реактора и построен новый узел осветления ВПП. Изопрен получает из 2 полуфабрикатов – формальдегида и изобутилена. Поэтому для реализации проекта по наращиванию мощности понадобилось модернизировать всю технологическую цепочку. Первой заработала новая установка для увеличения выпуска формальдегида. Запустили ее в 2017 году. Если мы на старом производстве делали под 150 тысяч тонн в год,
На новом производстве добавочно 106-105 тысяч тонн в год делаем. Производство новое, полностью современное. Никаких выбросов ни в атмосферу, ни с сточным водом, ни по твердым отходам. Полностью идет утилизация сброса газов, получением обычного углекислоты. И заодно идет производство, выработка пара для нужд нашего общества. Уходящий год работники завода ИМЭ провожают достойно, а Новый год встречает с установкой на успех. Реализация инвестиционных проектов является новой вехой в истории завода, в истории всего объединения, позволяющая реализовать увеличение мощностей изопрена. Изопрен на Нижнекамск нефтехимии используется при изготовлении каучуков, которые, в свою очередь, очень востребованы на мировом рынке. Компания поставляет каучук лучшим мировым производителям шин. А это значит, что реализация проекта по наращиванию мощности принесет огромный вклад в развитие экономического потенциала всей страны. 2 новые печи пиролиза на заводе этилена Нижнекамск нефтехима введены в строй. Эффект двойной, даже тройной. Это дало не только увеличение переработки жидкого сырья пиролиза, но и в целом надежности в работе, а также позволило сократить количество выбросов газов в атмосферу. Эти печи нам позволили, во-первых, основная задача – это увеличить переработку жидкого сырья пиролиза, позволили увеличить выработку товарных продуктов, такие как этилен, пропилен, а также снижение негативных выбросов в атмосферу. В операторной же связи с вводом в строй новых печей пиролиза изменений минимум. Марсель Закиров говорит, что к модернизации он и его молодой коллектив всегда готовы. Опыт эксплуатации имеется. Можно сказать, что нагрузка практически не увеличилась. Мы эти печи очень хорошо знаем. Но молодежь приходит довольно-таки шустрая. На месте они не стоят, всем интересуются. Это я по опыту того, что работаю в должности замначальника цеха, непосредственно как раз принимаю и состою в комиссии, принимаю на допуск у аппаратчиков. Они все хотят знать, дотошные очень, всем интересуются. Это не может не радовать нас. Я бы хотел пожелать нам, нефтехимикам и обычным жителям города Нижнекамска, это в первую очередь счастья, жизненного здоровья. Удачи, успехов, семейного благополучия. Ну а нам, нефтехимикам, самое главное – это безаварийные работы, выполнение всех производственных показателей, а также соблюдение качества товарных продуктов. Как это принято в компаниях группы ТАИФ, реализация амбициозных производственных проектов идет не в ущерб экологии. Более того, многие объекты строятся с учетом жестких экологических норм, а помимо этого промышленники сами вкладывают огромные средства в модернизацию действующих производств и строительство новых объектов в рамках большой экологической программы. Показательный пример – компания Нижнекамск нефтехим. И в этом уходящем 2018 году первоочередной задачей для нижнекамских нефтехимиков стало решение экологических вопросов. Ударными темпами идет реализация важного проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений». Сегодня идет строительство узла механической очистки промышленных стоков с внедрением новых технологий. В результате повысится эффективность биологической очистки, улучшится состояние атмосферного воздуха и не будет неприятных запахов. Затраты на реконструкцию биологических очистных сооружений составят порядка 3 миллиардов рублей. Биологические очистные сооружения сохраняют санитарное благополучие Нижнекамска. Именно здесь очищают стоки, которые приходят из города и промышленных предприятий. За 12 месяцев через БОС проходит порядка 70 миллионов кубометров загрязненной воды. В текущем году на объекте стартовал второй большой этап реконструкции. За 2018 год проведен большой объем работ. Здесь запланированный этап реконструкции, который планировался ранее, начал приводиться в действие. Здесь смонтировано новые сооружения, монтируется новое оборудование. Новое сооружение – это и есть дополнительный узел приема и механической очистки промышленных стоков. Работы выполнены на 70%, завершено строительство здания насосной станции флота шлама. Закончены работы по возведению преаэраторов. Сейчас рабочие занимаются герметизацией оборудования. Это очень нужная вещь,
который эффективно скажется на очистке сточных вод. А также здесь планируется дополнительно смонтировать газоочистные установки. Не менее важный объект на очистных – это биофильтры. Внутри синих вагончиков образуются биопленки, в которых живут микроорганизмы. Они поглощают дурно пахнущие газы, поэтому на выходе мы получаем чистый воздух. Биофильтры на биологических очистных сооружениях – очень значимый объект. Они нужны для того, чтобы мы с вами дышали чистым воздухом. Ремонт в этом году проводят и на втором этаже химической лаборатории БОС. Здесь контролируют и проверяют сточные воды, качество воды в реке Кама и в питьевой воде. Хочется отметить, что благодаря этому ремонту у нас появилась возможность организовать новые рабочие места, помещение работы с документами для ИТР. У нас появится собственная комната приема пищи, так как мы находимся удаленно от пунктов общественного питания ПАО «Нижнекамск-Нефтехим». Также у нас будет организовано помещение для архивных документов, архивное хранилище. В 2019 году мы планируем дальше проводить работы и после пусконаладочных работ запустить всю эту систему в работу. Ну и фактически увидеть результаты всей проведенной этой работы. Реконструкция БОС – главное водоохранное мероприятие 4-й экологической программы акционерного общества. Ее цель – надежная защита окружающей среды, соблюдение требований природоохранного законодательства. Ну и немного новогодней сказки в эту праздничную ночь. Тем более, что Нижнекамск-Нефтехим постарался сделать так, чтобы в Новый год весь Нижнекамск превратился в место встреч, улыбок и ярких впечатлений. Масштабную программу празднования народного и всеми любимого праздника подготовили нефтехимики для всех горожан, изюминкой которой стало великолепное ледовое шоу. Давайте посмотрим, и пусть праздничное новогоднее настроение не покидает нас подольше. Нижнекамск словно окунулся в зимнюю сказку. И в таком приятном настроении город пребывает всю предновогоднюю неделю. Цвет настроения желтый, синий, красный. В преддверии Нового года подразделения Нижнекамск-Нефтехима засияли яркими красками. Каждое подразделение старается как можно наряднее украсить свою территорию. У администрации зданий красуются 3 больших символа Нового года. Уходящий год символизирует собака, запряженная в сани. Тут собаки завозят новых. А это уже завод «Этилен». Здесь все деревья горят разноцветными огнями. Звезда какая, посмотрите, пожалуйста. Да. Один какой. А вот на заводе олигомеров и гликолей проверяющих ждал главный новогодний волшебник – Дедушка Мороз. Только что из салона красоты! Вы гляньте, Снегурушка какая! А сказочные персонажи! Подразделения первой промышленной зоны ко встречу Нового года готовы. Все предприятия акционерного общества подошли к задаче творчески. Фигурки, елки, гирлянды, елочные игрушки – все на высшем уровне, как и всегда. Наши работники самые лучшие. Наше предприятие самое лучшее среди всех предприятий нефтехимической отрасли. Очень радостно, очень приятно видеть, как наши работники участвуют в подготовке нашего любимого праздника. В этом году детские новогодние мероприятия прошли в непривычном для сотрудников компании формате. Прежде всего, изменилось место проведения. Новогодние хороводы водили в Ледовом дворце «Нефтехим-Арена». А вместо привычного спектакля маленьким зрителям продемонстрировали трогательный мюзикл на льду под названием «Белоснежка и 7 богатырей». Идея была следующая. Взять что-нибудь такое общеизвестное, но при этом сделать его так, чтобы это было аутентично. Детям представление очень понравилось. Об этом можно судить по улыбкам и восторженным взглядам. А уж они-то точно не обманут. Мне очень понравилась королева, образы, их техника, как они катались. Очень было интересно. Сама постановка. Представление было яркое. Ну, там выступали все герои из мультика «Белоснежка». Он был очень прикольный, там
делали сальто, это очень было круто. Мне больше всех понравилось, как там Белоснежка с принцем, поцеловались. Для самых маленьких зрителей в фойе было организовано анимационное представление. Детей развлекали персонажи из известных сказок и мультфильмов. Порадовали малышей также Дед Мороз со Снегурочкой. Все очень понравилось, все очень замечательно, красочно, красиво. Для первого раза, думаю, дочке понравилось. Главное, что дети все вместе, то есть танцуют и встречают Дедушку Мороз со Снегурочкой. Стоит отметить, что компания «Нижнекамск-Нефтехим» внимательно относится не только к своим сотрудникам, но и к жителям города. Мы пригласили на наше представление ребят из детского дома, из детского приюта «Балкыш», ассоциация детей и родителей, которые объединяют в своих рядах тех, кто нуждается в помощи посторонних. Это наши дети-инвалиды. Мы сюда пригласили ребят из школы города Менделеевска, с которым мы дружим многие-многие годы. У нас здесь сегодня и ребята из коррекционной школы номер 23, тоже с большой радостью они здесь у нас, из центра Веста. Ассоциация многодетных мам тоже свою делегацию к нам отправила. Я думаю, что это прекрасно. Елочка украшена, сказочные персонажи ждут своего момента. С наступающим вас Новым годом! Ура! Ну и какой Новый год без новогодних подарков? В рамках благотворительной акции «Мешок Деда Мороза» сотрудники Нижнекамск-Нефтехима подарили более 250 подарков нижнекамским детишкам. В детском доме нефтехимиков знают и ждут. Это неудивительно, сотрудники компании – частые гости учреждения. Так и в этот раз детей порадовали новогодними подарками. На протяжении нескольких лет компания «Нижнекамск-Нефтехим» является другом, партнером нашего детского дома. К слову сказать, Азат Шукатович Бекмурзин в составе попечительского совета Нижнекамского детского дома. Сегодня в детском доме воспитывается 31 ребенок в возрасте от 3 до 17 лет. В этом году нефтехимики приготовили для них много сюрпризов. Например, на днях детишки посетили мюзикл на льду «Белоснежка и 7 богатырей». Спасибо хочу сказать большое за подарки. Понравились подарки, спасибо вам и с Новым годом. Спасибо! 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 Также подарки вручили воспитанникам Центра «Надежда». Сегодня это учреждение включает в себя школу, детский сад, а также реабилитационное отделение. Стоит отметить, что он был основан Нижнекамск-Нефтехимом. Сегодня я очень благодарна, что и руководство, и профсоюзный комитет, они не содержат нас, как взрослых детей, не содержат, но отпускают их, но любить не перестают. Любят и поддерживают. Уходящий 2018 стал успешным для Нижнекамск-Нефтехима не только в реализации производственных задач, но и в плане социальных программ и мероприятий, которых также было много. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – это особенный праздник. Он несет в себе надежду на все новое, на все хорошее. Надежда на счастье, надежда на успехи. Хочу пожелать вам и вашим семьям, чтобы в них всегда царило тепло и уют. С наступающим Новым годом! Настоящее волшебство случилось вечером 28 декабря. В этот вечер в парке нефтехимиков знаменитости и сказочные существа подарили горожанам чудесный праздник. Гражданочка! На открытии главного елочного городка присутствовали мэр города и первые лица градообразующего предприятия. Они поздравили нижнекамцев с наступающим 2019 годом. Сегодня, в преддверии этого волшебного праздника Нового года, мы уже в 5-й раз, юбилейный раз открываем елочную площадь здесь, в парке нефтехимиков. Соответственно, мы постарались подготовить праздник для наших, самое главное, наших детишек, чтобы им было интересно. Сегодня все вместе мы зажжем эту замечательную, красивую елку, тем самым приблизим приближение нового 2019 года. Года новых возможностей, новых достижений. И пусть они будут не только в работе и на производстве, что, безусловно, очень важно, но и в жизни каждого из нас. В центре всей этой новогодней сказки возвышается яркая зеленая красавица. По традиции, огни на ней зажгли вместе с главным волшебником Нового года. После нижнекамцев ждал еще один сюрприз. 2, 3, елочка!
Гори! Подарок от публичного акционерного общества Нижнекамск нефтехим. Примите, дорогие горожане, праздничный новогодний салют! Елочный городок украсили световыми иллюминациями и организовали там горки, таблетки, лабиринты, каток и множество красивых ледяных фигур. Елка, по-моему, вообще отличная, праздник замечательный, новогоднее настроение есть. Елочка очень хорошая, понравилась, салют особенно. Прекрасно, очень все хорошо, все красиво, праздник совершился. Невозможно было пройти и мимо аппетитных угощений. Горячие чаи и вкусности для горожан организовало Управление общественного питания Нижнекамск нефтехим. Традиционно ОП «Нефтехим» организовывает ярмарку, предлагает жителям города, работникам Нижнекамск-нефтехима, которые жаждут праздника, горячие шашлыки, выпечку и все те явства, которые мы производим от души, предлагаем нашим жителям. Танцы, музыка, громкий смех звучали в этот вечер. Кто-то катался на коньках, кто-то с горки с ветерком, а остальные танцевали около елочки под песни известной группы «Романтики». Парк нефтехимиков – это место, где и дети, и взрослые могут прикоснуться к волшебству Нового года, весело и активно провести время. Елочный городок открыт для нижнекамцев весь зимний период. С наступающим Новым годом всех! Пусть все загаданное в эту волшебную ночь обязательно сбудется. По традиции желаем вам удачи и финансового благополучия. Встретимся уже в новом 2019 году. До свидания.